За отчетный период работа была сосредоточена на вопросах соблюдения налогового, здравоохранительного и административного законодательства. Значительное внимание уделено соблюдению бюджетного законодательства как в рамках плановых проверок, так и по материалам контрольной палаты. Это отметил, в частности, в своем докладе о состоянии законности, правопорядка и работе органов прокуратуры первый заместитель генерального прокурора Дамир Квициня. В первом полугодии 2021 года выявлено 123 нарушения законодательства. Аналогичный период прошлого года 132. В целях устранения выявленных нарушений внесено 50 представлений напротив 65 в прошлом году. Следственный орган направлены 3 материала прокурорских проверок для рассмотрения вопроса о возбуждении уголовных дел. Аналогичный период прошлого года 1, из которых возбуждено 2 уголовных дела, аналогичный период 0. Военной прокуратурой возбуждено 1 уголовное дело. Мерам прокурорского реагирования бюджету организациям возмещено более 18 миллионов рублей. Как отметил Дамир Квициня, за отчетный период были выявлены нарушения законодательства в действиях должностных лиц Управления образования администрации города Сухум и подведомственных управлений учреждений, должностных лиц отдела образования администрации Гагарского района в период с 2016 по 2019 годы. Так, по результатам проверки по выявленным нарушениям при расходовании Управления образования бюджетных средств, выделенных администрацией города Сухум на выплату заработной платы сотрудникам Управления образования и подведомственных ему учреждений, Следственного управления Генеральной прокуратуры Республики Абхазия для принятия процессуального решения направлен материал проверки в отношении бывшего главного бухгалтера Управления образования Чани и иных должностных лиц подведомственных управлений учреждений, действия которых были усмотрены признаки состава преступления, предусмотренной частью 4 статьи 157 УК РА. А именно присвоение растрата, то есть хищение чужого имущества вверенного виновного, совершенного в особо крупном размере, а именно в размере 1 436 000 рублей. В отношении бывшего главного бухгалтера Управления образования прокуратурой города Сухум возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренной частью 4 статьи 157. За анализируемый период имели место 73 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых погибли 12 человек. За аналогичный период 2020 года имело место 92 ДТП, погибли 26 человек. Таким образом, число ДТП уменьшилось на 19, а количество погибших на 14 человек. За первое полугодие в стране возбуждено 326 уголовных дел, по которым окончено производством 249. Из них направлено в суд 231 уголовное дело, 18 уголовных дел прекращено производством. За аналогичный период 2020 года окончено производством 43 дела, из которых 35 направлено в суд и 8 прекращено, из чего следует уменьшение количества прекращенных дел на 5,8% при увеличении направленных в суд 11,5%. Органами МВД за 6 месяцев 2021 года расследовано 281 уголовное дело, из которых окончено 210, из них 197 направлено в суд и 13 прекращены производством. Важнейшим направлением деятельности прокуратуры Абхазии была и остается борьба с коррупцией. Текущий год объявлен генеральным прокурором годом активной бескомпромиссной борьбы с коррупционными преступлениями. За анализируемый период следственной частью Следственного управления Генеральной прокуратуры возбуждены уголовные дела коррупционной направленности, вызвавшие значительный общественный резонанс. В отношении главного врача ГУ Республиканская больница Гургуля, его заместителя Волба, штатного сотрудника больницы СКО по факту превышения должностных полномочий с причинением тяжких последствий материального ущерба на сумму 875 802 рубля и хищение имущества больницы путем присвоения в особо крупном размере на сумму 869 949 рублей. Не менее громкое уголовное дело по факту хищения денежных средств фонда репатриации путем присвоения в особо крупном размере на общую сумму 25 296 598 рублей возбуждено 23 марта 2021 года в отношении бывшего министра по репатриации Дбар Беслана Андреевича, директора ООО «Ремстрой» Лакирбая Амирана Георгиевича и инженера по техническому надзору фонда репатриации Кови Дениса Романовича по признакам преступления, предусмотренной частью 4 статьи 156 Уголовного кодекса. Следственным управлением Генпрокуратуры расследовалось уголовное дело, возбужденное в отношении начальника приемника распределителя МВД по факту превышения должностных полномочий, выразившегося в освобождении административно арестованного в отсутствие
соответствующего решения суда, которое окончено производством, и Сухумским городским судом вынесен обвинительный приговор. Верховный суд направлен на уголовное дело для рассмотрения по счету по факту умышленного убийства общеопасным способом в центре города Сухум на набережной Махаджиров, Шамба, Авицба, Киртава, совершенной вооруженной бандой в составе Чкадов, Ганба, братьев Ахалая и Блаба. Дамир Квицини отметил и непрекращающуюся работу органов прокуратуры по проверке соблюдения санитарных норм по всей республике. На коллегии с докладами о проделанной работе выступили руководители управлений и прокуроры городов и районов. А генеральный прокурор Адгур Агарба подытожил результаты работы за отчетный период. Неоднократно в прокуратуре проводились совещания под моим руководством и ставилась задача максимально, насколько возможно, выявить коррупциогенные факторы и принимать по ним решения. В настоящее время, из того, что я усматриваю, пока что я вижу, имеются результаты только в Следственном управлении Генеральной прокуратуры. За счет одной Генеральной прокуратуры законность и правопорядок обеспечить в стране невозможно. Для этого есть территориальные прокуратуры, которые также должны этим заниматься. Недавно было совещание, посвященное именно этой теме, и обозначались сроки до конца сентября. Никто, кроме гальского прокурора, который недавно к нам обращался, пока что еще не предлагал каких-то серьезных проверок, не обращался за помощью в Генеральную прокуратуру. Я больше эту тему с вами обсуждать не буду. За полгода, да за 1,5 года ни одного материала нет. Только прокуратура города, вот сейчас прокурор города обозначил, никто ни одного материала не возбудил, ни по одной проверке. Такая работа не принимается. Я еще раз говорю, я больше это повторять не буду. В декабре месяце будут кадровые решения, и вы увидите, какого характера. Найдем людей, которые будут делать это более грамотно, профессионально и качественно. Работа должна быть наступательной и последовательной, а не вяло-текучая. Такая работа нас не устраивает. Адгур Агарба призвал прокуроров усилить работу в области борьбы с коррупционными преступлениями, в том числе и в районах. Шазина Ханагу, Алексей Гухава, Абхазское телевидение.